Президент ТПП Инар Ладария поприветствовал присутствующих. Он подчеркнул, что каталог представляет собой важный информационный источник для представителей различных сфер деятельности республики. Это также эффективный инструмент для установления деловых связей с международным бизнес-сообществом. На протяжении многих лет мы вкладываем свое сердце и профессионализм в подготовку каждого из выпусков, постоянно меняя тему и направление, чтобы максимально полно отражать актуальные проблемы, перспективы развития и достижения наших предприятий. Мы стремимся показать богатство и многообразие экономики Абхазии, а также выделить ключевые направления, в которых наша страна делает значительные шаги вперед. Этот выпуск станет не только информационным источником о наших предприятиях и возможностях для бизнеса, но и данью признательности тем, кто на передовой борьбы за здоровье и жизнь наших граждан. Пусть он станет символом поддержки, уважения и совместных усилий в укреплении системы здравоохранения и всего нашего общества. Цель каталога – показать разнообразие, вместе с этим богатство экономики страны, а также выделить ключевые направления ее развития. Министр здравоохранения Эдуард Будба поблагодарил всех причастных к созданию каталога и выразил уверенность, что материалы, представленные в издании, будут полезны и интересны каждому читателю. Здравоохранение – это одна из приоритетных задач нашего государства. Мы уделяем особое внимание развитию медицинских технологий, подготовке квалифицированных кадров и улучшению качества медицинских услуг. Благодаря совместным усилиям государства, медицинских учреждений и всех, кто вносит свой вклад в сферу здравоохранения, мы добиваемся значительных результатов. Последние из этих такие, как открытие Республиканского сосудистого центра, Центра телемедицинских консультаций, значительное обновление медицинских учреждений новым высококлассным оборудованием. Начальник управления здравоохранения администрации города Сухум Ирма Воуба отметила, что здоровье – самое ценное, что есть у человека. Наши врачи, специалисты, работники здравоохранения каждый день делают все возможное, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь. Особенно важно отметить растущую роль предпринимательской деятельности в медицине. Развитие этого направления создает условия для появления различных конкурентных услуг, что способствует улучшению качества медицинской помощи и расширению ее доступности для населения. Постоянная смена направлений и тем отражает перспективы развития, актуальные задачи и достижения предприятий Республики Абхазия. В этом году количество предприятий и рекламодателей, внесенных в каталог, увеличилось, ведь издание распространяется не только на территории республики, но и за ее пределами. Радостно, что темой каталога является здравоохранение, потому что это достаточно актуальная тема. И именно, наверное, ковид все-таки вывел ее на передовые рубежи. Но следует отметить, что технологичность здравоохранения сегодня становится очень оснащенной. Подготовка и выпуск ежегодного делового издания – долгий трудоемкий процесс. Издание постоянно обновляется и тщательно моделируется. На протяжении многих лет ТПП вкладывает душу, профессионализм в подготовку каждого выпуска. В этом году в торговую палату вступили 15 человек. Всем им были вручены свидетельства о членстве палаты. Очень приятное мероприятие, где мы увидели, кто у нас на сегодня представлен в торговой палате и кто с помощью торговой палаты продвигает свою продукцию на внутренний и внешний рынок. Наша компания по Ривьере Абхазии выпускает воду питьевую, газированную. Мы ее реализуем внутри республики, а также за ее границы. ДНК, это City Mall, большой торговый центр, который, наверное, самый большой у нас в Абхазии. Очень много интересных продуктов мы реализуем через эту сеть, местных производителей, ну и зарубежных в том числе. В этом году каталог посвящен медикам, врачам, фельдшерам, медсестрам, санитаркам и другим специалистам в сфере здравоохранения. Тираж издания – 1000 экземпляров. Айлита Арутюнян, Раму Камкия, Абхазское телевидение.